Фестиваль абхазской культуры в Москве – это уже традиция. Его ждут не только представители нашей диаспоры, но и жители и гости столицы. Многие уже знают, что будет увлекательно, красиво и познавательно. Что удивительно, фестиваль сопровождает отнюдь не московская, а абхазская солнечная погода. Праздник начался у самых ворот уютного сада «Эрмитаж». Здесь гостей по абхазской традиции встречали хозяева фестиваля, сопровождая песнями и плясками до главной сцены. В этот раз инициативу руководства Московской абхазской диаспоры поддержали Министерство культуры Абхазии, посольство республики, департаменты культуры и внешнеэкономических связей города Москвы. На открытии фестиваля прозвучали гимны Абхазии и России. К гостям и участникам фестиваля обратился идейный вдохновитель этого праздника, председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. 364 дня в году мы чувствуем себя, абхазы, в Москве гостями, потому что мы здесь находимся, в этом прекрасном городе. Один день просим москвичей быть нашими гостями, почувствовать себя в Абхазии, почувствовать ее дух, ее культуру. С открытием фестиваля поздравил посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квицинин. Благодарю я прежде всего мэрию Москвы, которая нам всегда оказывает такую помощь в проведении различного рода фестивалей, где наша диаспора или посольство совместные мероприятия проводят. Лично Сергея Евгеньевича, вот он у нас присутствует сегодня на нашем празднике, за ту теплоту, за заботу, которую они проявляют к нашей родине и к нам. Большое, конечно же, большое человеческое спасибо, Беслан Родионович, вам лично. Отрадно то, что сегодня все вместе организовываются такие праздники большие, популяризация идет нашей страны, нашей культуры, нашего народа, нашего быта. Огромное всем участникам спасибо. Приветствую вас всех на нашей территории, как говорится, в частице Абхазии в городе Москве. Приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратился руководитель департамента внешнеэкономических связей города Москвы Сергей Черемин. Для нас отношения с Абхазией, наверное, являются такими особенными, особенно в этом году, потому что в июле большая делегация правительства Москвы находилась в прекрасном городе Сухум. Мы подписали программу сотрудничества на ближайшие 3 года. Мы тогда организовали концерты лучших московских коллективов, наших прекрасных артистов. Сегодня у нас в Москве такой замечательный праздник. Все москвичи смогут насладиться удивительной многовековой культурой этой страны. Слово было предоставлено председателю Совета старейшин абхазо-абазинской и адыгской диаспоры в Москве Юрию Агирбову. В Москве около 50 тысяч адыгов, черкесов, и мы искренне, с большой любовью относимся к братскому народу Абхазии. Это наши близкие друзья, и мы рады, что сегодня в такой солнечный день, прекрасный день, мы все здесь собрались, чтобы отметить нашу, я бы сказал, историческую такую дружбу. На абазинском языке есть одно слово «бзила». На черкесском языке есть такое слово «логмахва» – «в добрый путь». Среди гостей фестиваля видные представители абхазской диаспоры в Москве. Несмотря на запланированный в этот вечер концерт, мероприятие посетила народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Вокруг нее сразу собрались желающие сделать фото на память. Мне очень приятно, что здесь, в этом потрясающем парке, есть такой абхазский праздник, когда люди приходят. Вы смотрите, сколько людей, это замечательно. Что такое Абсны? Что такое Абхазия? Это страна души. И, конечно же, частичка Абхазии, частичка страны души здесь, в Москве. Распахнули двери для гостей все площадки фестиваля. Каждый мог найти здесь занятия по интересу. Сад «Эрмитаж» – любимое место отдыха москвичей и его гостей. Сегодня же все они получили уникальную возможность ближе познакомиться с абхазской культурой, условно прогуляться по Сухумской набережной, сыграть в нарды, попробовать абхазскую кухню.
В гончарной мастерской кто-то впервые вылепил фигурку, а здесь испытали нелегкий труд кузнеца. Кто-то чеканил абхазскую монету «Апсар». Гости фестиваля могли посмотреть и даже приобрести картины известных абхазских художников. А фотовыставка «Аллея Победы» знакомила с историей нашей победы. Кто-то попытался выучить буквы и звуки абхазского алфавита, не испугавшись его внушительного размера. Особенно экстремальные учились стрельбе из лука. Но жарко было на импровизированной Сухумской набережной. Здесь собрались любители шахмат и нардов. Отдыхали года 2 назад, по-моему, с семьей в Абхазии. Много проездили, брали машину, катались по всей республике. Очень красиво. Прям пейзажи, природа и гостеприимство, конечно, как без этого. Везде встречают, везде с уважением относятся. И кухня. Все свежие продукты, все вот только что приготовлено. Подобные фестивали вызывают у многих ностальгию по былым временам, когда не было национальных расприй, и люди обменивались между собой культурами. У меня такое впечатление, как будто я попала в Советский Союз, когда все народы были равны. И мы прямо обожали друг друга. Особенно мне очень нравится кавказская культура, абхазская культура. Все кавказцы такие красивые, выразительные, интересные, умные, остроумные. Я просто в восторге от них. И с какой экспрессией они танцуют. Среди гостей были не только москвичи, но и жители других городов России, по счастливой случайности оказавшиеся в этот день в столице. Мы очень довольны, что попали на этот праздник, потому что влюблены в вашу страну. Очень несколько лет ездили отдыхать, к сожалению, несколько лет у нас не получалось, лет 5. И мы просто здесь побыли, как у себя дома. И очень хотим в октябре съездить к вам в гости. Праздник просто замечательный, нам очень нравится все. Завершающим аккордом официальной части программы стала абхазская свадьба. Затем состоялся концерт, на котором выступили известные абхазские музыканты. Украсил фестиваль своими зажигательными танцами московский детский ансамбль «Амцепс». А символ фестиваля, мифический конь Аращ, расправил крылья и улетел в родные края, чтобы через год опять вернуться к нам на праздник. Нона Кукускира для абхазского телевидения из Москвы.